Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и смотрите в этом выпуске. Айсен Николаев принял участие в авиамониторинге лесных пожаров на территории Мирнинского района. Научно-образовательный центр «Север» стал победителем конкурсного отбора. К тушению лесных пожаров привлекли самолет компании «Ир Аэро». Накануне глава региона Айсен Николаев принял участие в авиамониторинге лесных пожаров на территории Мирнинского района. Как доложили главе, во время авиамониторинга всего с начала пожароопасного сезона на территории района зарегистрировано 42 лесных пожара на общей площади 104 тысячи гектаров. Потушено 18 пожаров. Сейчас продолжается тушение 6 пожаров на общей площади 36 тысяч гектаров. В этом задействовано 115 человек. Это сотрудники МЧС, мобилизованные лица, лесопожарные формирования и 12 единиц техники. Айсен Николаев встретился с добровольцами, которые задействованы в тушении пожара вблизи села Сюльдюкар. Они рассказали, как с помощью отрядов из Бурятии им удалось вручную проложить опорную минполосу протяженностью 20 километров с северо-восточной стороны пожара. Глава республики поручил районному оперативному штабу выделить всю необходимую вездеходную технику. В Мирнинском районе несколько пожаров, в том числе самый крупный здесь рядом с Сюльдюкаром. Его площадь гораздо больше уже 30 тысяч гектаров. За последние сутки она достаточно далеко продвинулась. Здесь работают на тушении отряд из Бурятии, из Федерального резерва, ну и местное население. Большая, огромная работа проведена по защите села. Она сейчас продолжается в дальнейшем. Уверен, что задача исправится. Ну и, конечно, очень хорошо, что долгожданный дождь, который долго здесь ждали, он как раз потихоньку здесь начинается. Мы надеемся, что и с помощью дождя, ну и при той дальнейшей поддержке, которую оперативный штаб района будет оказывать селу, мы сможем локализовать этот пожар. Хотя, конечно, пожар, еще раз говорю, очень большой. И, к сожалению, он принес достаточно серьезный ущерб для сельского хозяйства. Видно сверху, я видел, как и сенокосные угодья многие сгорели. Конечно, будем оказывать помощь и для села, чтобы здесь сельское хозяйство, оно здесь у нас развито. Здесь филиал нашего казенного предприятия «Якутский скот», достаточно большое количество и лошадей. Мы, конечно, поможем селу для того, чтобы сельское хозяйство здесь сохранялось и дальше развивалось. К тушению лесных пожаров в регионе привлекли и самолет компании «Ир Аэро». На воздушное судно установили специальное оборудование для вызова осадков. Как работает эта система, знает Дмитрий Тымыров. Сегодня на территории Центральной Якутии ожидается появление больших облаков, таких, которые можно зарядить с помощью установки «Циклон» и вызвать долгожданные дожди. И с этой целью воздушное судно будет пролетать над территорией Вилюйской группы улусов. Сегодня мы работаем на территории Республики Саха-Якутия по Вилюйскому лесничеству и горному лесничеству. Это у нас направление будет от Якутска 170 километров на северо-запад. Пройдем по пожарам, будем смотреть по критериям. А критерии непростые, поэтому на борту самолета находятся синоптики. Они и будут подсказывать специалистам авиалесоохраны, какие именно облака можно и нужно заряжать под дожди. У нас веера уже заряжены. У нас получается в одной балке 36, это 192 с одной стороны пиропатрона и с другой стороны 192 пиропатрона. Два веера стоит по обоим бортам. Я, выбираю облачность вместе с экипажем, мы смотрим, то есть все критерии эти учитывая. Также второй летчик-наблюдатель за пультом управления. По моей команде происходит отстрел пиропатронов. В состав данного пиропатрона входит йодистое серебро, которое по кристаллической решетке очень близко со льдом. И за счет этого происходит процесс льдообразования. То есть получается, вся вода, которая находится в атмосфере, она просто конденсируется и намерзает на кристаллах йодистого серебра. По словам заместителя начальника ФБУ авиалесоохрана, подготовка к полету начинается за несколько часов. Ведь каждый патрон проходит тщательный осмотр, чтобы не было никаких браков. Однако самое сложное – выбрать подходящее облако. Облака не каждые можно засеять именно йодистым серебром, и не каждый даст осадки. Поэтому толщина, мощность его должна быть соответствующей. К примеру, я так говорю, утрированно, от 2 километров и выше, чем
больше его мощность, вертикальное его развитие облака, тем больше, конечно, в нем вероятности выпадения осадков. Вместе с тем с командой специалистов авиалесоохраны сегодня полетел и первый зампред правительства Дмитрий Садовников, чтобы оценить работу установленного сооружения «Циклон», так как региональные власти сейчас рассматривают возможность пополнения воздушного парка самолетами, которые можно будет оснастить установкой «Циклон» и использовать их в тушении лесных пожаров. Посмотрим, как работает. И мы имеем задание от главы региона, что надо изучить именно вот эту работу, что в будущем, возможно, будем иметь такой борт у себя в республике на базе наших авиакомпаний, скажем, полярных авиалиний. Так что в ближайшее время на территории Центральной Якутии можно будет ожидать больших осадков, а значит сокращение числа пожаров и задымленности. Дмитрий Тымыров, Петр Шестаков, Якутск. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента Андрей Фурсенко провели заседание Совета научно-образовательных центров. Концепции центров были презентованы главами субъектов России. Андрей Фурсенко отметил, что программы развития научно-образовательных центров нацелены на качественное расширение научно-технологического пространства страны. Регионы, где появляются научно-образовательные центры, должны стать локомотивами роста экономики. Одним из победителей отбора стал Центр «Север», территория устойчивого развития. Программа представлена главой республики Айсеном Николаевым и губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Основная цель проекта – реализация научно-технологического потенциала северо-востока России и территории Арктики. На сегодня для меня лично как главы региона. Но все мы уверены, что только научно-технический прорыв обеспечит устойчивое развитие, реализацию колоссального потенциала северо-востока России для обеспечения ее лидерства в науке и для развития Арктики и Азиатско-Тихоокеанского региона. Премьер Якутии оценил строительство Жатайской судоверфи. Андрей Тарасенко провел выездное совещание с руководством Министерства транспорта и представителями подрядных организаций. На встрече побывала и наш корреспондент Валерия Наумова. Работы по строительству Жатайской судоверфи в Якутске начались весной 2019 года. В настоящее время на объекте идет строительство первого этапа. Строится блок корпусных производств, устанавливаются металлоконструкции и осуществляется кладка стен по периметру. Периодически у нас проходят такие встречи, потому что надо взбадривать подрядчиков, соответственно, чтобы стройка двигалась в нормальном русле и по срокам, потому что мы уже отстаем, и отставая, соответственно, у нас летят цены на железо, на другие комплектующие, которые мы сегодня не вписываемся в контракты из-за своих вот таких медлительных действий. Несмотря на факторы, заставляющие замедлить стройку, председатель правительства отметил, что есть объективные и субъективные причины отставания от графика. Но срок завершения первого этапа никто не отменял. Это конец 2021 года. На сегодняшний день в стройке задействованы 24 единицы техники. Часть предоставлена местными компаниями, но не является достаточной. Для ускорения работ по монтажу премьер республики поручил ускорить найм дополнительной бригады рабочих и доставку техники. Вместе с этим было поручение пополнить запас строительных материалов. То есть человек 100 на следующей неделе будет увеличение. Но оно поэтапное будет. Я думаю, что через 2-3 недели здесь у нас будет более 300 человек. Тогда уже мои опасения о сдаче они снимутся. Проект реализуется в рамках государственной программы развития судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений. Жатайская судоверфь должна стать ключевым инструментом для решения задачи по обновлению речного флота Ленского бассейна и арктической зоны республики. Ежегодно планируется строить до 10 речных судов. Помимо всего прочего, это даст республике суда нового поколения и возможность реставрировать имеющиеся. Между тем, с сдачей завода появятся и новые рабочие места. Валерия Наумова, Батый Горохов, Жатай. Упрощена процедура обращения за льготой на проезд до мест отдыха и обратно для пенсионеров, северян и инвалидов, получающих страховую пенсию. Раньше от них требовалась путевка или курсовка с предстоящего места отдыха. Теперь для получения компенсации за проезд гражданам такой категории достаточно подать заявление в виде специального талона. Для получения специальных проездных талонов не требуется предоставление специальных
подтверждающих документов, которые подтверждают предстоящее пребывание на месте отдыха в санатории, профилактории, доме отдыха, на туристической базе. Заключено 13 государственных контрактов. Общий тираж печатных СМИ в России сократился на 50%. Такую статистику привел Союз предприятий печатной индустрии в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В Ленске в неделю почтальон разносит 500 экземпляров прессы. Сюжет продолжит тему. Со сбора сумки начинается каждый рабочий день Анжелики Тобаховой. Заказные письма, газеты и телеграммы желают попасть к адресанту. В среднем ноша почтальона 5 кило. За день ленчанка проходит по 8-9 километров. Собак не боится. В основном они в частных секторах. Таких бродячих мало. Нам и отпугиватель дают. Почтальон сегодня как человек из прошлого. Ленчане все реже заглядывают в почтовые ящики, ведь чтобы узнать новости, не нужно теперь вставать с дивана. Вы сейчас выписываете газету, прессу, журналы? Нет. Нет. Вообще не выписываете? Нет. Я читаю через интернет и новости, знаю вперед того, что приходит в газете. Нет. А как вы узнаете информацию? По телевизору. Нет, не выписываем. А как узнаете информацию? Из интернета. Свежую прессу все же выписывают. В неделю разносят 500 экземпляров. Среди популярных – местная газета, журналы про здоровый образ жизни и полезные советы. А вот рукописных писем еще меньше. Если заказных в месяц приходит по 6-7 тысяч, то простых – 200. Сейчас много писем заказных. То есть организации все работают с заказными письмами, посылки. Сейчас очень много международных пакетов. Из-за границы люди выписывают товары. Обработка посылок. Вот чем сейчас занимается почта. В день может приходить от 200 килограммов до 1,5 тонн коробок. Сейчас в мобильном приложении Почты России можно назначить удобное время и дату и забрать посылку без ожидания. Почта выходит в электронное пространство. Теперь информацию не ищут в заголовках газет, не пишут письма. На смену пришел Google, Telegram называют уже мессенджеры. В этом мире информационных технологий легче удивить близких простым письмом с маркой. Ведь лучше вручную написать, как вы по ним скучаете. Дарья Боискорова, Алекс Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом пока все, но о развитии событий расскажем в наших следующих выпусках. Оставайтесь на нашем канале. Хорошего дня.